Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. США готовят Украину к переговорам с Россией, постепенно подводя Киев к неотвратимости компромисса. Об этом 9 февраля пишет украинский телеграм-канал «Резидент». Согласно источнику, за кулисами дипломатических встреч все яснее вырисовывается новый план Запада по украинскому вопросу. Президент США Дональд Трамп подтвердил наличие переговоров с Путиным и намекнул на возможное урегулирование конфликта. Уже на следующей неделе специальный посланник США Кит Келлог проведет переговоры по прекращению боевых действий на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем прибудет в Киев, чтобы якобы убедить Зеленского принять предложенные условия, информирует этот паблик. Суть американского плана, согласно автору канала, это замораживание боевых действий по линии фронта, проведение президентских и парламентских выборов в Украине до конца 2025 года и отказ Киева от попыток вернуть территории в границах 1991 года. США прямо указывают на необходимость перемен. Государственный секретарь Марк Рубио заявил, что война не закончится военной победой одной из сторон, а значит, цитата, «дипломатическое решение неизбежно». Тем временем в администрации Трампа все чаще говорят об экономических интересах. Президент США открыто заявил, Украине нужно делиться редкоземельными металлами, если она хочет сохранить поддержку. Идея о сделке уже активно обсуждается в США и Европе. Ресурсы Украины рассматриваются как компенсация за многомиллиардные вложения в военную помощь. Но большинство месторождений, как известно, находятся на территориях неподконтрольных Киеву. К другим темам. В своем интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин подробно коснулся темы армяно-азербайджанских отношений и подходом Москвы к европейским инициативам Еревана. Россия выступает за то, чтобы армянская и азербайджанская стороны, а Армения и Азербайджан – это страны, с которыми нас связывают союзнические отношения, выработали такой мирный договор, который открывал бы путь и означал бы устойчивое долгосрочное урегулирование отношений, а не закладывал бы мину для будущих поколений, заявил в интервью Михаил Галузин. Естественно, мы всегда готовы способствовать движению вперед, и мы против того, чтобы заключались какие-то скороспелые документы, как на том настаивает Запад, который очень хочет как можно скорее подтолкнуть Армению и Азербайджан к заключению мирного договора на какой-либо западной площадке. Такие поспешные, непродуманные и не до конца выверенные решения могут привести не к долгосрочному устойчивому миру, а наоборот заложить какие-то зерна конфронтации на будущее, что, конечно же, мы считаем крайне нежелательным ни для Армении с Азербайджаном, ни для Южного Кавказа, ни для России, утверждает дипломат. Как известно, работа трехсторонней группы во главе с заместителем председателя правительств России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных коммуникаций и возобновлению экономических связей сейчас прервана и заморожена, если так можно выразиться. Конечно же, Москва призывает стороны и прежде всего армянских коллег вернуться к работе в рамках этой группы. Российская сторона всегда готова оказывать всяческое содействие сторонам, если они того пожелают, отмечают российские дипломаты. Прежде всего, мы считаем линию Запада на Южном Кавказе абсолютно деструктивной, потому что она нацелена не на стабилизацию положения в этом стратегически важном регионе для России, а на то, чтобы из этого фланга попытаться внести вклад в нанесение нам стратегического поражения. Иной раз даже заходит речь о попытках склонить некоторые страны к открытию второго фронта против России в Закавказье, отметил Галузин. Что касается уплотнения связи между Арменией с одной стороны и Евросоюзом с другой и с Западом в целом, то Михаил Галузин отметил, что официальный Ереван, армянское государство, армянское общество и армянский народ принимают суверенные решения относительно того, как им выстраивать свою внешнюю политику и как им позиционировать свою страну в международном сообществе. Это их прерогатива, отметил дипломат и подчеркнул, что Россия не будет вмешиваться в суверенные дела армянского государства. Цитата: «Мы не навязываем другим государствам каких-то рецептов и свое видение, а стараемся путем диалога выработать какие-то взаимоприемлемые модальности и компромиссные подходы к решению тех или иных вопросов». Конец
цитаты. По поводу сближения Армении с Евросоюзом заместитель главы МИД России сказал, что Москва и публично, и в диалоге с армянскими друзьями четко обозначила, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе невозможно, потому что это налицо две несовместимые регулятивные системы с разными подходами к вопросам таможенных стандартов, технических, санитарных и фитосанитарных стандартов, маркировки товаров и сертификации, и даже к вопросам интеллектуальной собственности. Это абсолютно разные системы, и одновременное пребывание в них просто невозможно, отметил Галузин. Продолжаем передачу. В предыдущем эфире мы уже говорили о том, что некоторые представители грузинской оппозиции обратились к новому руководству Сирии с призывом отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Абсурдность самой постановки данного вопроса вызвала довольно горячее обсуждение данной темы в обществе и экспертных кругах. В рамках сегодняшней передачи мы обсудили эту тему с советником посольства Республики Абхазия в России Каном Таня. Предлагаем вам интервью с ним. Приветствуем вас, Кан. Давно вы не давали нам свои комментарии. Вот сейчас есть прекрасный повод. Я видела ваши комментарии, которые вы давали в своем телеграм-канале, о том, по поводу того, что вот как раз известные грузинские оппозиционные силы, оппозиционные политики, представители некоторых партий обратились к Сирии, так как мы знаем, что там новое руководство, там вообще очень многое поменялось, с такой, скажем, призывом отменить, отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. И вот в первую очередь мне хотелось бы узнать ваше мнение о том, почему это даже нелегитимная такая постановка, да, вопроса, на ваш взгляд. Да, спасибо за вопрос, Арифа. Рад вас тоже видеть в очередной раз. Я бы на самом деле начал с того, что сама постановка вопроса, запроса, вернее, грузинских оппозиционных политических партий, там их 4 было, если не ошибаюсь, она сама по себе юридически, по сути, неправильна, потому что в международном праве установленного механизма отзыва признания его, по сути дела, нет. Объясню почему. Значит, когда происходит признание, подписывается, ну, допустим, там, указ президента, и в этом указе написано, что там признается суверенитет и независимость той или иной страны, и вторым пунктом идет распоряжение об установлении дипломатических отношений и обмен послами. Вот, соответственно, в международной практике нет механизмов, когда вот подобные акты юридические, они как-то какими-то другими актами заменялись или отменялись. Такого в практике нет. Есть один только вариант, это, скажем так, разорвать дипломатические отношения. Но это, скажем так, не влечет за собой окончательного отмены окончательного самого признания, то есть юридического акта. А дипломатические отношения можно восстановить в любой другой период, когда, скажем так, политические отношения восстанавливаются. То есть в случае, если Сирия будет рассматривать это обращение грузинской оппозиции, то она может разорвать с нами дипотношения, а установить их с Грузией. То есть это вот тот вариант, который есть. И те страны, которые, как Грузия говорит, что отменили признание Абхазии, отозвали его, да, вот там говорят про Тувалу, про Вануату, ну, фактически это тоже безосновательно, юридически несостоятельно, потому что они не отозвали признание, а они просто, скажем так, приостановили дипотношения. Даже, в принципе, если говорить о таких вещах, хотя пока нет почвы, да, об этом говорить в целом, это заявление оппозиционеров, как вам кажется, уже исходя из того, что между нами и в Сирии живет абхазская диаспора, у нас есть определенные связи, в том числе исторические, вот тут есть ли какой-то смысл Сирии то есть прекращать, да, дипломатические отношения с Абхазией? Вот тут что бы вы могли сказать? Ну, согласен с вами, Сирии на самом деле невыгодно
там в данном и геополитическом, и историческом контексте разрывать с нами дипотношения. Потому что ситуация в Сирии, как мы знаем, сейчас и так напряжена. Там происходят очень серьезные изменения. И я думаю, им сейчас просто не до вмешательства каких-то еще отдельных оппозиционных там, партий, да, других стран. Поэтому Сирии это невыгодно, и никаких политических или экономических выгод это решение ей не принесет. Поэтому я думаю, они не будут сейчас обострять и усложнять и без того уже, скажем так, напряженную ситуацию. И кроме того, как вы сказали, что связи между народами Абхазии и Сирии, они имеют глубокие исторические корни. У нас там проживает значительно диаспора этнических абхазов. И они на протяжении долгих лет были такой неотъемлемой частью сирийского общества, абсолютно во всех слоях населения. И они никуда не делись, они все еще там, слава Богу. И поэтому они также продолжают являться частью общества и иметь определенное свое тоже влияние, я уверен. Вот, и надеюсь, что эти связи только будут крепнуть, потому что все-таки мы народы, скажем так, которые объединены историей, и не думаю, что из-за каких-то краткосрочных амбиций грузинских оппозиционных партий сейчас сирийское руководство будет обрывать вот эту историческую связь. Мгм. А теперь немного другой вопрос, как раз тут уже даже, может быть, не касательно самой Сирии, хотя ее тоже, но и других стран, с которыми у нас есть, получаются, вот эти отношения, и которые признали независимость Абхазии. Как вам кажется, может быть, даже если не в политическом, но в политическом тоже, но в культурном или гуманитарном отношении, что можно делать для того, чтобы укреплять эти связи, укреплять отношения? Ну, вы знаете, на самом деле это сложный процесс и очень долгий в плане затрат, в плане времени и в плане затрат материальных и человеческих ресурсов. Когда не установлены дипотношения, а есть стремление к установлению дипотношений, то нужно запастись терпением, сразу понимать, что это процесс очень длительный. Ну и, соответственно, нужно подключать целый ряд механизмов. Перечислю только некоторые, да. Например, это и работа с неправительственным сектором, гражданским сектором, да. Обязательно это культурный обмен, научное сотрудничество, спортивное сотрудничество. Безусловно, это экономическое взаимодействие. То есть экономический трек тоже очень важен, чтобы впоследствии прийти к установлению дипотношений. Это возможные взаимные инвестиции, торговля, понятное дело, гуманитарная помощь, что, кстати говоря, Абхазия, в принципе, в сложные периоды всегда помогала братским народам, да, это уже как практика хорошая. Ну и, естественно, нужно искать возможности участия в таких каких-то международных платформах или региональных там инициативах, форумах разных, да, вот. Искать возможность участия в этих форумах и представления Абхазии там, для того, чтобы, опять-таки, больше о нас узнавали, о нашей культуре, о наших традициях, о том, что все-таки это отдельный народ, он такой есть, со своей историей, со своим бытом. Это очень важный, на самом деле, процесс. Ну и можно использовать неформальные дипломатические каналы, да. Что это значит? Это использование, скажем, связей личных, в том числе с бывшими дипломатами, которые уже на пенсии. У нас такое в практике тоже было и есть, и на самом деле это эффективный инструмент. Ну и, безусловно, никогда не обойдется без информационной политики, то есть медиакоммуникации, публичная дипломатия, та же мягкая сила, да. Это все нужно задействовать, но на это, как я сказал, выше нужны большие материальные человеческие ресурсы, очень много специалистов во всех вышеперечисленных сферах должны работать как единый организм на то, чтобы укреплять и улучшать наш имидж за рубежом. И тогда
скажем так, поэтапно, постепенно мы придем к тому, что о нас узнают, с нами уже будут и торговать, и общаться, и будут знать нашу культуру. И тогда можно будет говорить о том, что давайте вот устанавливать дипотношения. Тогда страна будет понимать, чем она жертвует, потому что устанавливать дипотношения с нами автоматически разрываются дипотношения с Грузией. Да? Ну, это, естественно, Грузия делает. Поэтому страна должна понимать, какие у нее привилегии и плюсы на чаше весов, да? Ради чего можно разорвать дипотношения с Грузией. Мгм. Очень интересно, но с другой стороны, вот вы затронули интересную тему, что очень важна, конечно, вот информационная, скажем так, Да. составляющая этого вопроса. Для этого, условно говоря, журналисты, да, различных стран, было бы неплохо, если бы они приезжали, освещали бы, рассказывали бы. С другой стороны, это не коррелируется с тем, с определенной такой политикой изоляции, и не вот тут как вот это все преодолеть и быть более открытыми, и при этом пройти вот эти все изоляционные, скажем так, фильтры, вот как вам кажется? Ну, на мой взгляд, у нас нет политики изоляционизма, да. Нет, я Мне не о кажется, нас, надо- я не о Да. нас, я имею в виду, что Грузия пытается, и вообще весь мир пытается, Грузия, да. да, пытается, конечно, безусловно, долгие годы пытается, но, как показывает практика, иногда получается, иногда не очень. Да, и все-таки у нас много приезжают и иностранцев, в том числе из стран Европейского Союза, и фильмы снимают, и репортажи делают. Другой вопрос, как они преподносят эту информацию, да, и кем они приглашены. Вот здесь, вот, конечно, нужно делать так, чтобы эти люди, они не были ангажированы, чтобы они не приезжали по какому-то заданию, которое, скажем так, в не очень красивом свете показывает Абхазию. То есть надо с информацией работать ровным счетом наоборот, да, то есть нам в странах Европейского Союза в целом в странах коллективного Запада есть люди, которые импонируют Абхазии, импонируют нашей повестке, нашей истории, скажем так, освободительной, да, войны нашего народа. Есть люди, которые импонируют и хотят об этом рассказывать. И мы, в частности, долгие годы работаем над тем, чтобы потихонечку их вовлекать, приглашать, показывать. Если брать Европейский Союз, там огромная работа проделана, не буду сейчас вдаваться в детали, но очень много информации позитивной с 2012 года появилось об Абхазии, ну, скажем, в Италии. Да. До этого ее там не было вообще. Про итальянское направление мы знаем, и вот хотелось бы, чтобы, например, было еще много других направлений. Как раз это то, о чем я говорю. Да, конечно, нам тоже хотелось бы, чтобы было много других направлений, но здесь, повторюсь, нужны большие материальные ресурсы или личные контакты, которые имеют эти материальные ресурсы, и как-то это все постепенно, поэтапно продвигают. То есть, что касается Италии, там у нас есть люди, друзья, да, которые сопереживают нашей ситуации, и они нам помогают. И вот ровным счетом такие же люди нам нужны во многих других странах, но этим, скажем так, мы все вместе должны заниматься. Это очень сложный процесс. Да, Кан, большое спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Благодарим вас. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.